Нагадай свое счастье. Здравствуйте, с вами снова Карина Захарова, таролог. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Бывший и будущий». Что происходит и что произойдет. Вот у нас с вами 3 колоды, все по классике. Таро Райдер Уэйта Смит. И это вот эти 3 колоды, да, одну из них вы выбираете, это будет ваш вариант, вот на какой колоде погадать. Первая, значит, Таро Райдер Уэйта Смит, Каролин Дрога. Второй, значит, Радиант Wise Spirit Таро. И третий это Мюзик Таро, то есть это тоже колода, основанная на классике. И вот выбирайте первый вариант, второй или третий. Мы смотрим бывшего и будущего. Что происходит и что произойдет в личной жизни. В личной жизни. И надеюсь, что все выбрали, а те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Мы начинаем с первой позиции. Остальные 2 колоды я пока убираю в сторону. Что происходит и что произойдет? Бывший и будущий, да? Бывший и будущий. Партнер. Что происходит, что произойдет? Видите, это колода с золотым краем. Такая у нее рубашка симпатичная. Итак, отношения, ваши личные отношения, первая позиция, да? Так, сначала на бывшего смотрим, что он к вам чувствует, что вы к нему чувствуете, что он думает, что вы думаете, что он собирается предпринять, что вас, значит, связывает, да, и чем дело кончится. Так, смотрите, что идет, значит, здесь, это уже совершенно точно. То, что этот человек до сих пор испытывает к вам чувства. На чувствах у него прям-таки король пентаклей. По итогу у вас стоит император. Это значит, что у вас явно другой человек. То есть бывший уже не будет играть роль в вашей жизни, ту, которую он играл раньше, да, но он испытывает к вам чувства. Причем король пентаклей — это у нас в этой колоде карта изображающего человека на инвалидной коляске. Он без вас как будто без рук, без ног. Вот не знаю, вот он себя ощущает без вас, да, что он как будто вот от него как часть отпала, и что он не может того, что мог раньше с вами. То есть вы у него как будто бы вот то, что вы сейчас не вместе, да, как будто бы у него энергии часть ушла, и возможностей тоже часть ушла. Вот. Но испытывает к вам до сих пор крепкие очень чувства, да. На мыслях 7 пентаклей, мол, жизнь моя тяжелая, жизнь моя превратилась в рутину, я горбачусь там или работаю, или просто моя жизнь полна всяких хлопот, там, обязанностей, никто меня не любит, я все время под гнетом нахожусь, меня все обвиняют постоянно, все меня прессуют постоянно, то есть вот он так себя ощущает, однако ждет в жизни от своих прошлых энерговложений, ну, результатов. Хоть он и усталый человек, да, отработавшая лошадь, как говорят, но он ждет в своей жизни все равно результатов. И, видите, на намерениях к вам рыцарь жезлов еще хочет в вашу сторону в будущем попытать счастье. То есть берегитесь, потому что бывший еще может проявляться к вам, да. Здесь мы, значит, видим, что у вас на чувство к нему аж отшельник. Отшельник — это все-таки... С одной стороны, вы бы уже не хотели вообще к нему иметь никакого отношения. Вы себя ощущаете отдельным человеком, но, с другой стороны, все-таки внутри где-то что-то вот как будто вот звезда, да, у отшельника в фонаре, она немножко осталась, вот эта звезда, все равно что-то есть. Просто по этой карте вы отворачиваетесь от этого бывшего, но никогда нельзя сказать, что совсем ничего нет, понимаете? То есть по этой карте никогда нельзя этого сказать. Человек не хотел бы испытывать никаких чувств. Вот вы бы не хотели. Вот, но все равно и воспоминания, и все это есть. На мыслях валет жезлов вы бы хотели, ну, паж жезлов, да, с кем-то
ну, ярких отношений, так скажем, да. И с бывшим вы бы хотели, может быть, дружить, поддерживать разговоры иногда на намерениях Иерофант. Вот именно что вы к нему как хотите проявить себя добропорядочным и общаться на той ноте, что вот мы как, не знаю, друзья, то есть забыть все плохое, наверное, да, вот так в будущем. Хотелось бы забыть все плохое. Вот, шестерка жезлов показывает, что между вами есть энергия еще, что некоторые проблемы, стоящие между вами, можно победить, но именно победа смотрит от вашей стороны в его сторону, значит, вы его в любом случае побеждаете, он вам больше все равно как-то проигрывает, да, и по итогу стоит император, вот ваш совершенно другой человек в жизни, совершенно другой человек, то есть это видно, что бывший, он реально здесь бывший, и уже никак иначе просто даже быть не может, то есть он реально бывший. Так, вы сейчас в этой вообще жизненной любовной ситуации. Вы сейчас в этой любовной ситуации. Что происходит сейчас в этой любовной ситуации? Ой, тройка мечей. Ну вот вы человек, да, который пережил какие-то все-таки потрясения, волнения в личной жизни. Есть душевные переживания. Есть душевная травма, скорее всего, из-за любовной жизни, прям-таки психологическая травма. Я бы сказала, что пока вы не совсем открыты на самом-то деле для вот отношений, да, для того, чтобы вот прям влюбляться и общаться, а скорее вам нужно уладить ту критическую внутреннюю ситуацию, которая есть вот у вас, да. На сердце опять этот Иерофант, не показывать никому, что у вас на сердце есть переживания, да, и наоборот, быть ко всем более дружелюбной, да, более открытой, и как-то даже, знаете, сама могу дать любому совет, да, то есть философски смотрю на жизнь, но на самом деле вы разбитое сердце, да, и под сердцем шестерка мечей. Уйти из этой ситуации, уехать и попутешествовать, может сменить обстановку, выйти из кризиса, медленно выйти из проблем, из трудностей, освободиться. Вот у вас есть душевная травма, вы хотите от нее освободиться, да, понимаете? То есть у вас желание свободы от душевной травмы и душевных переживаний, недоверия к людям есть. Желание освободиться от этого есть. О чем вы думаете? Семерка мечей, о том, что вас все... Или кто-то обманывает, обманул, или все вообще обманывают, что люди не могут быть честными априори, может, даже так думаете, никому не доверяете. О чем вы сожалеете? О рыцаре кубков, вот, скорее всего, о том, что вы вообще когда-то связались с вашим бывшим, да? Ну, жалеете вы об этом, жалеете. Человек, скорее всего, вас полностью обидел и разочаровал, вот, вы об нем жалеете. Прошлое, вот оно, прошлое ваше, паж жезлов, да, возможно, у вас есть ребенок, или в прошлом вы были очень увлечены, как подростковая или как бы, да, молодая любовь, когда очень идеализируешь человека. Но бывает даже и то, что еще есть ребенок, да, пажи показывают, будущее, тройка пентаклей. В будущем у вас карты вот показывают, что вы можете вступить в хороший такой добротный брак, основательный, и могут быть очень серьезные, хорошие семейные отношения, над которыми есть куда работать и вообще в которых есть куда расти. Поэтому давайте смотреть вашего будущего партнера. Кто у вас будущий партнер, да? Бывшего мы посмотрели, ситуацию посмотрели, будущий партнер. Будущий партнер. Вот он, колесница, да, такой товарищ, который управляет в жизни. Ой, сильный какой, мощный какой. Ой, прям король жезлов. Это, посмотрите, и сила, и колесница, и король жезлов показывают очень сильного партнера в будущем. Очень мощного партнера в будущем. Возможно, связанный с огнем. Но также, как вы знаете, колесница показывает знак зодиака Рак, да? Сила показывает знак зодиака Лев и даже иногда Дева. Король жезлов, огонь, да, знаки зодиака огня. Это Стрелец, Овен, Лев. Опять же Лев, да, 2 раза Лев.
Вот, поэтому тут близкие все сочетания, все летние какие-то больше, да, и ближе к осени, но лучше летняя, осень, вот. И также, смотрите, человек какой? Инициативный, активный, честный в отношениях, ответственный в отношениях, да. То есть отношения, скорее всего, с таким вот, как за каменной стеной. Башня, шестерка пентаклей, паж пентаклей. Человек в разводе. В разводе у него есть ребенок. Совершенно точно. Дамочка, которая была за ним замужем, до сих пор мечтает его вернуть. Может строить козни, кстати. Дальше, значит, мы видим четверка пентаклей, суд, королева пентаклей. Вы в его жизни займете основную роль. И да, будет свадьба. Или, ну, если уж гражданский брак, ну уж очень прочный, либо свадьба в будущем между вами. Все будет в этом плане очень даже хорошо. Карты вообще идеальные здесь на будущее вам. И хороший человек рядом. Вам беспокоиться не о чем. Вам просто нужно вот излечить свои, так скажем, раны, открыться новой любви. У вас все просто вот замечательно. Человек будет с вами в очень хороших отношениях. Ну, он с историей, конечно, этот человек. Но он будет с вами в очень хороших отношениях. Так что первая позиция у нас, в принципе, прошла неплохо. Неплохо. Так, а мы идем, значит, дальше, да, с вами. Дальше идем. Следующая у нас это вторая позиция. Бывший и будущий, да, бывший и будущий. И, значит, что у вас в настоящем, да, что происходит и что произойдет. Вот так. Значит, все это осматриваем. Бывший, будущий, что происходит, что произойдет. Сейчас я тут уберу, значит, да, наши инструкции по применению, коробочку. Итак, колода невероятно красивая, вам повезло, да, вам повезло. Такой вот прям вейт красивый, прекрасивый. Итак, бывший и будущий. Что происходит в личной жизни и что произойдет, да? Так, бывший и будущий. Что происходит и что произойдет. Так, с бывшим давайте оценивать отношения. Что он чувствует к вам, что вы чувствуете к нему, что он думает о вас, что вы думаете о нем, что он собирается предпринять, что вы собираетесь предпринять, что вас связывает сейчас. И, значит, чем дело кончится, да? Ой, как интересно тут. Смотрите, он на вас настроен, ваш бывший, так конкретно настроен. Вы понимаете, что это означает? У него остались к вам чувства, он терпит и ждет чего-то, своего часа, наверное, выжидает, когда вы к нему вернетесь. Вот что это такое? Он желает и мечтает исцелить ваши отношения и хотел бы вас снова завоевать, я это так вижу. Суд, реабилитировать ваши отношения, восстановить, возродить, заполучить вас обратно. Этот человек хочет. Вы к нему, кстати, не так все испытываете абсолютно. Вы одни пентакли, вот с вашей стороны одни пентакли. Вам от него, видимо, ну, денег я знаю, что вот вы видите от него мало, да? Но кроме денег вам вообще от него, в принципе, ничего не надо. Ну, или вещей каких-то, понимаете? Вы на него смотрите, он вас как человек, в принципе, привлекает, но не более того. То есть у вас не осталось к нему каких-то прям глубоких чувств. А скорее он всю жизнь сквозил вас на качелях, была с ним нестабильность и бедность. И он только качал с вас энергию. И такое чувство, что рада от него освободиться. Вы со своей стороны готовы с ним общаться и сотрудничать, но только дружить. Или просто нейтралитет поддерживать. Знаете, что да, у вас была кармическая связь, но она проработана и разорвана. Понимаете? Я не вижу здесь сильно страданий, но они как бы были. Но сейчас, скорее всего, их таких уж прям страшных нет. Между вами туз пентаклей. Возможно, иногда встает денежный вопрос. Но, и опять же, а вдруг вы хотите с ним вернуть отношения? Шансы есть. Потому что он-то хотел бы. По итогу сила. Сила, она показывает момент укрощения. Только вот в каком смысле?
Это может быть сила, другая пара ваша сильная, да, другая сильная пара. Это может быть сила, момент, когда, ну, люди смиряются все-таки с недостатками друг друга. Опять же, если вы захотели бы вернуться, может быть, и смогли бы, да? Но, с другой стороны, сила просто может показывать, что у вас, ну, как бы отношения с лидером, да, другие отношения, и с лидером, просто вы равные лидеры, например. Ну, сейчас посмотрим, конечно. Но тут бывший так-то не забыл вас, это факт. Просто он, ну, не всегда это сразу выражает, выжидает своего часа, да, потому что не видит сейчас возможности, чтобы вас так быстро вернуть. Но все-таки у него как надежды, понимаете, есть какие-то, как будто бы. Так, давайте посмотрим ваше настоящее, по нему мы многое поймем. Что у вас в любви в настоящем, ну, в личной жизни, да? Так, настоящее, вы в этом настоящем колесница. Ну, колесница — это вообще человек, допустим, который планирует или переезд, или отъезд, или путешествовать, или уехать, или уехал, да? Вот это первое сразу, что бросается в глаза, что, может быть, вы вообще от своей прошлой истории уже на расстоянии находитесь. Ну и также вообще колесница — это энергетически заряженный человек, который привык в жизни быть лидером, добиваться всего. Но и с другой стороны, вы можете быть уже в паре с кем-то, кто является таким же лидером, как вы. Равноправным с вами лидером. Как тут два сфинкса, так же вас двое. Вот. Либо вы один человек, но очень мощный, да, либо вы с кем-то находитесь и в одну сторону смотрите, у вас общие цели, но вы обе личности лидеры и свободные внутри. Так, что у вас на сердце? Король Пентаклей, мужчина. Мужчина какой-то, возможно, или он просто устойчиво состоятельный, либо земного знака, либо вообще это ваш муж текущий, да? На бывшего погадали, сейчас текущий муж, или там сожитель, или просто человек, который очень занимает важное место в вашей жизни. Либо вы кого-то просто пока приметили, присмотрели. Еще вариант. Вы очень хотите, чтобы у вас был король Пентаклей, надежный, состоявшийся, состоятельный мужчина, ответственный, и на кого можно в жизни реально опереться, положиться. Так, что под сердцем? Влюбленные. Возможно, вы в кого-то, вот я еще раз повторю, влюблены и настроены на эти отношения, на пару, да, и что тогда в подсознании все в порядке, вот она любовь. Либо влюбленные показывают, что вы очень хотите влюбиться, и вы хотите именно крепких отношений со своей второй половинкой, да, то есть, как говорится, мелко вы не плаваете, вот так могу сказать. В голове у вас паж жезлов. Паж жезлов показывают яркие отношения. Если вы одиноки, знакомства. Если не одиноки, общение страстное такое, да, свидания, разговоры по душам и разговоры по общим интересам, позитивные отношения. Иногда думаешь еще по пажу жезлов о ребенке, да, если он у тебя есть, тоже постоянно. Вот. Ну, а так, в принципе, опять же, карта неплохая, да. Ну-ка, в ногах о чем вы сожалеете? Тройка пентаклей. А вы сожалеете о том, что вы старались всегда работать с людьми в команде, дружить, во многом всегда уступали, шли навстречу многим людям, и особенно, возможно, бывшему, который этим невероятно пользовался, а вы продвигали его вперед. И в денежном смысле, и во всяком. Прошлое. Дьявол. Вот я говорю, у вас какие-то были темные отношения, где, опять же, могли быть моменты использования, да. Вы допускали то, чтобы вас кто-то использовал, во-первых. Во-вторых, могли быть отношения вот в прошлом с бывшим, да, где на вас наводили порчу и даже могли делать приворот, или порчу свекровь могла наводить, или просто приворот, да. Сам же бывший мог делать. Вот. Вообще отношения по дьяволу, отношения зависимые, отношения насыщенные всегда черной энергией, то, что он, знаете, как, ну, в чем-то всегда имел выгоду, да, свою. Ничего себе, будущее. Пятерка жезлов. Конфликт, борьба, конкуренция. В личной жизни может появиться конкурентка,
ну тогда вам придется с ней бороться, да, либо еще вариант, в самих отношениях вы можете два лидера конкурировать между собой. Не стоит этого допускать. Сразу вас предупреждаю, что раз у вас 5 жезлов выпала, вы можете действительно начать прижимать вашего лидера второго. Этого делать абсолютно нельзя, психологически это никак недопустимо, потому что если вы женщина, а рядом с вами лидер мужчина, он должен оставаться лидером мужчиной, он должен решать, пусть он принимает неверное решение, но якать вперед него, наверное, это вырыть могилу для отношений. Вот так могу сказать. То есть отношения могут стать несносные, если вы это допустите. Конечно, никто не строит жизнь за вас, карты тем более, они показывают пока что только вариант развития событий, в будущем многовариантно, но это наиболее вероятный вариант, исходя из той точки, в которой вы находитесь. Поэтому давайте смотреть вашего будущего. Вашего будущего, он может быть и текущим, настоящим, да, но в любом случае, в будущем, с кем вы будете, давайте осматривать это все дело. 4 пентаклей, 10 жезлов, 8 жезлов. Вот видите как, да, паж кубков, 5 пентаклей, 8 пентаклей. Карты показывают, что вы можете в будущем быть в отношениях с человеком, который несет какой-то тяжелый крест или тяжелые обязанности жизни. Ему бы хотелось вырваться из этих обязанностей, но это очень сложно. Возможно, у него даже тяжелая карма. А еще ему приходится много работать, да, вот этому человеку. Я бы, знаете, как еще сказала, что у этого человека, возможно, есть ребенок, ну, которому нужно тоже что-то выплачивать. Из-за этого тут какие-то даже могут быть финансовые коллапсы. Видите, устает человек на работе, хочет уволиться с этой работы, да, и в новую жизнь. То есть ему в новую жизнь охота, а его эта ситуация вся подвешивает, понимаете? И видите, 3 пентаклей, опять вы начинаете помогать, и 4 жезлов, чтобы вы были вместе в одном браке, да, вот он, король пентаклей, вы будете с ним, но получается, он у вас на сердце, значит, логически это тоже, скорее всего, человек, но пройдет время, прежде чем этот человек по 6 кубков и солнцу будет счастлив. Ему нужно разобраться в будущем с какими-то тяжелыми ситуациями, особенно связанными с работой и деньгами. А вы, опять же, да, поддерживаете. Почему вы поддерживаете? Потому что вы привыкли поддерживать. Привыкли. Почему вы ругаетесь с ним в итоге? Потому что вы за него все делаете, а потом же его же и пилите, да? Что нужно сделать, чтобы вы просто были сразу счастливы? Что нужно сделать? Предоставить ему возможность решать проблемы, да? Оставить лидерство за ним, даже если у него есть финансовые проблемы. И, соответственно, не якать. Не якать и не тыкать ему, если вы чем-то ему помогли. То есть, если он попросил о помощи, вы должны помочь. Но потом ему не тыкать этим. И, опять же, помогать нужно только когда человек попросил помощи. А не когда вы ему эту помощь срочно предложили, и за него срочно все начали делать, засучив рукава. В этом ваша основная проблема. Вы будете с человеком вместе. Он, кстати, вас не бросит даже после каких-то ваших выкаблучиваний. Он останется с вами, вы будете счастливы. Но этих выкаблучиваний можно просто избежать. Если вы не будете делать что-то за него. Попросит, поможете. Нет? Ну, значит, нет. Вот такая позиция номер 2. Очень интересная позиция получилась. Но отношения у вас продолжаются или будут, да? Кстати, по тому формату. Даже если вы сейчас не в отношениях, отношения будут по тому формату, по которому вы и хотите реально. Такого человека, вот которого вы хотите. Они у вас именно с таким человеком будут. В этом тоже свой прикол. Хорошо. Идем дальше. 3 позиция. Таро, Музик Таро. Это Таро музыки. Тоже по Уэйту сделанная колода такая. Мы уже ее видели с вами, да? Она напичкана музыкальными исполнителями, но сделана полностью по Уэйту. Итак, значит, мы смотрим бывший, будущий. И, значит, что происходит и что произойдет в вашей личной жизни, да? Что происходит и что произойдет. Итак, значит, перемешиваю колоду тщательно. Бывший и будущий. Что происходит и что произойдет.
Итак, сначала оцениваем отношения с бывшим. Что он чувствует к вам, что вы чувствуете к нему, что он думает о вас, что вы думаете о нем, что он собирается предпринять, что вы собираетесь предпринять, что вас связывает сейчас и чем дело кончится. Окей. Карты здесь показывают, что у него к вам, в принципе, остался интерес. Он находится, возможно, где-то на расстоянии от вас или собирается уезжать. В намерениях к вам у него пока ничего нет. Проявлять себя он не намерен по отношению к вам. Возможно, у него другие отношения. Почему я так думаю? Потому что у вас на мыслях императрица. Скорее всего, вы видите напрямую перед собой конкурентку. У вас на чувствах суд. Вы бы очень хотели, возможно, восстановить эти отношения. У вас есть к нему чувства. Вы знаете, что вас связывает судьба. Конкурентку вы хотели бы подвинуть, потому что у вас даже на намерениях 6 жезлов. Вы хотите его победить, как и ее, понимаете? А свое положение сделать главным. Между вами рыцарь кубков. Остались некие романтические чувства и переживания между вами. Все-таки сердечная связь у вас есть. А по итогу иерофант. Вы можете общаться довольно в будущем хорошо и дружить, да? Но сказать по этой карте, что вы возродите действительно отношения, я пока не могу, но есть шансы. Но сейчас он пока не намерен возрождать с вами отношения. Скорее всего, этот человек наметил именно вот как будто отъезд, переезд или какие-то проекты, может быть, в онлайне, но которыми он будет всецело поглощен, да? И по 4 кубков он пока с вами не в контакте, понимаете? То есть в этом здесь вся проблема. Но у вас такое чувство, что бывшему реально чувства остались. И вы бы хотели реально быть с ним. Ну или, по крайней мере, отбить его обратно, хотя бы вот как, ну вот, именно почувствовать себя победителем, да, вот. Интересно. В других двух позициях такого, конечно, не было. Давайте посмотрим, что у вас в настоящем в личной жизни. Мы больше, конечно, сможем понять здесь. Что у вас в настоящем в личной жизни? Так, карты начали друг с другом сталкиваться. А это значит, что о вас кто-то думает, да? Сильно усиленно сейчас кто-то думает. А может, даже про вас разговаривает кто-то. Так, кто вы в личной жизни? Вы паж мечей. Паж мечей — это человек, никому не доверяющий, считающий, что все лица противоположного пола обманщики. Вот прям так. Но также вы разведку проводите. То есть у вас какая-то печальная история, скорее всего, с бывшим. И такое ощущение, что вы его не отпустили и следите за ним. Понимаете? Вот следите. Паж мечей также показывает ревность очень часто. И вы знаете, что вокруг вашей личной жизни, возможно, идут сплетни. Да? Есть враги. На сердце у вас 6 мечей. Вы бы хотели выйти из жизненных трудностей в личной жизни, из проблем. Возможно, тоже хотели бы куда-то съездить или уехать. 6 мечей очень часто показывает, что вы бы хотели поддержки на самом деле, да, в жизни. И хотели бы душевного единства с кем-то, а не недоверия, какое у вас есть сейчас. Что у вас под сердцем? 4 кубков. Вы скучаете по кому-то, скорее всего, по бывшему, как я уже говорила. И более того, страдаете без внимания противоположного пола. То есть вы бы хотели больше внимания, но сейчас у вас, ну как ежик такой включился, и вы как будто энергетически даже отталкиваете это внимание на самом деле, но вы бы его хотели. О чем вы думаете? 3 пентаклей. Ну, что вы хотели бы быть в стабильных традиционных отношениях, в браке, с хорошей семьей и доверием. И чтобы была в отношениях все-таки такая совместимость, чтобы было именно спокойно, уравновешенно. То есть вы об этом думаете, да, что вы бы хотели за кого-то даже спрятаться, чтобы у вас была такая поддержка. О чем вы жалеете? 4 пентаклей. Вы знаете о том, что вы проявили когда-то чувство собственничества, ревность, возможно, скандалили, цеплялись очень сильно, да, и вы об этом сейчас
жалеете, на самом деле жалеете. Прошлое. 8 пентаклей. Вы в жизни имели серьезные отношения. Очень много работали, посвящали себя. Ну, даже свою работу и заработки посвящали, скорее всего, отношениям или там семье, да, браку там, допустим, или просто серьезным отношениям. То есть вы делали все ради. То есть ваши любые действия, работа над собой, учеба или еще что-то, все было ради отношений. Более того, 8 пентаклей показывает, что вы до конца работали над отношениями, старались их всегда удержать, вот, старались все-таки, чтобы они были, да, будущее. Колесо фортуны. Вы встретите свою судьбу неожиданно. Прям неожиданно встретите свою судьбу, возможно, в путешествии. Или просто это вот произойдет вот каким-то совершенно внезапным, необычным способом для вас. Или в неожиданном месте. Вот. То есть сама судьба распоряжается, чтобы вы встретили для себя человека, да, в будущем. Ну хорошо, смотрим ваше будущее, с кем вы будете в отношениях, ваш будущий. Король мечей. Мужчина, возможно, знака воздуха или с асцендентом в воздухе. Тут у нас еще паж кубков его украшает. У этого мужчины есть ребенок, скорее всего. И 5 кубков. Этот ребенок разочарован в этом мужчине совершенно точно. Возможно, из-за развода. Или там были какие-то еще, может быть, на него наговаривали. Или еще какие-то были нехорошие истории. Вот. Но ребенок есть, да. Хоть и разочарован в папе. Король мечей. Может быть козерог, скорпион или знак воздуха. Весы, близнецы, водолей. Но также не обязательно привязываться к знаку зодиака. Это может быть человек строгой профессии, соблюдающий регламенты, или врач, допустим, да, или юрист. Вот. Военный, может быть, да. То есть человек, у которого должна быть какая-то в жизни дисциплина. Также это может быть руководитель, бизнесмен. Но живет все-таки как-то по расписанию, да, как говорят. Не сразу такой человек может пустить в личное пространство, но если он вас пускает в личное пространство, значит, вы ему явно дороги. Король мечей может быть и очень даже дружелюбный, между прочим. Вот какие у вас будут отношения, да, идет карта мага, идет 9 пентаклей, идет 4 мечей, да, и дальше императрица. Человек делает вашу жизнь уверенной и спокойной. Вам легко с ним и приятно отдыхать, и проводить время. Он к вам будет проявлять инициативу и сделает вас своей императрицей, понимаете? То есть этот человек явно настроен будет на вас. Он с вами будет очень хорошо обращаться. Он скажет так, что давай я порешаю, а ты все-таки будешь как-то жить в мире и согласии с собой, да? Не лезть там ни в какие дела и дебри. Такой человек пытается вас оградить от жизненных невзгод. Понимаете? Оградить. И я считаю, что это похвально для мужчины. Такой настоящий мужчина, который говорит, лучше я все решу и ограждаю тебя, а ты там занимайся какими-то своими женскими делами. Это лучше, поверьте мне, это лучше, чем когда мужчина сваливает на тебя вообще все, а ты должна за него все делать. Понимаете? Поэтому да, у вас меняется формат вообще, в принципе, отношений, да, в жизни. Все как-то будет по-другому, чем раньше было. Но вам будет, я думаю, что это нравится. Ну, императрица наша беременная, если у вас возраст позволяет, еще даже есть возможность родить, поэтому беременность не зря здесь показана. Ну, вот такие у нас сегодня были интересные 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.